Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і е-прамовы. Як звычайна, нас можна і слухаць, і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках: Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, на канале YouTube. 5 апозіцыйных структур ініцыявалі 27 студзеня працэдуру абрання адзінага кандыдата ад апозіцыі на прэзідэнцкіх выбарах 2020 года. Але гэта не азначае, што ў спісах будуць толькі два кандыдата, адзіны кандыдат і дзеючы прэзідэнт Беларусі. Ёсць структуры, якія ні з кім аб'ядноўвацца не жадаюць і пойдуць на выбары сваім кандыдатам. Ці сапраўды тыя, хто не далучыўся да працэдуры абрання адзінага кандыдата, апрыоры ўжо можна лічыць спарынг партнёрамі дзеючага кіраўніка краіны, і ці пойдзе кандыдат ад ліберальна-дэмакратычнай партыі до конца, ці здымецца на пэўным этапе, і што это можа быць за этап, мы сёння і пагаворым. Ну, не толькі пра гэта, шмат пра што іншае з маім госцем у студыі, а гэта лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі Олег Гайдукевич. Добрый день, спадар Олег. Добрый день, добрый день. Спадар Олег, давайте з самага пачатку. Вы хоць і заяўлялі, і я так разумею, што рашэнне партыйнае ёсць, ліберальна-дэмакратычную партыю кандыдатам на прэзідэнцкіх выбарах будзе прадстаўляць яе лідар Олег Гайдукевич. Конечно, так? Конечно, это не вызывает сомнений. И лидер обязан участвовать в выборах, и не только лидер. Значит, я и депутат парламента, я и заместитель председателя комиссии по международным делам, и я никогда не скрывал, что хочу участвовать в президентских выборах. Об этом я говорил несколько лет назад. Но я сказал, что я не буду участвовать в выборах, если я не стану председателем партии, потому что я убежден, что партию должен представлять лидер партии. И второй момент, я сказал еще в начале парламентской кампании, что крайне важно, значит, пройти парламентскую кампанию, проверить свои силы, посмотреть, как партия готова к президентской кампании. И мы провели парламентскую кампанию. Мы стали единственной партией, которая сумела провести своего лидера в парламент. Ни одна партия лидеров в парламент не провела. Более того, если брать профессиональных политиков, то на сегодня их 3. Это президент Беларуси, это лидер Беларуси Геннадий Давыдько и лидер ЛДП Олег Гайдукевич. Почему? Потому что мы политики, которые за это получают зарплату. Президент Беларуси, он избран народом, получает за это зарплату. Давыдько, лидер Беларуси, он избран как лидер Беларуси в парламент. И Гайдукевич избран в парламент как лидер партии. Остальные представители партии, есть там коммунистов, представители РПТС, они были избраны в парламент не как представители партии, а как люди, состоявшиеся, успешный директор завода, успешный руководитель какой-то структуры, как лидер партийный я был избран один. Поэтому как мы не можем участвовать в выборах? Это первое. Второе. Атрымліваецца, на сённяшні дзень у дзеючым парламенце толькі два сапраўдных палітыка: вы и Геннадий Давыдько. Нет, все депутаты политики. Я говорю, профессиональный политик, кто избрался в парламент. Каждый депутат, кто избрался сейчас в парламент, он автоматически становится политиком. Любой депутат – это политик. Я говорю, кто избирался в парламент как профессиональный политик. Об этом все писали. Я избирался как профессиональный политик. Лидер Беларуси избирался как профессиональный политик. Лидеры других партий в парламент попасть не смогли. Это говорит о многом. Это говорит о том, что наша партия обязана участвовать в президентских выборах. Как самый сильный не будет участвовать в выборах. Скажите, а як все ж таки, вот вы зараз депутат парламента, вы сябра комиссии такой сур'ёзнай по международных справах, ну, не атрымліваецца, что вы зараз удзельнічаючы у прэзідэнцкіх выборах, ну, неяк так не сумяшчаецца гэта с парламентской працай? Ну, почему не совмещается? Во всем мире, значит, вообще мы должны идти к системной политике. Во всем мире в выборах президента участвуют системные политики. А в несистемной политике вообще ни на что не претендуют. Они не могут даже стать кандидатами в президенты. И это нормально. Должна быть системная политика у нас в стране. И мы к этому должны прийти. Почему? Любые президентские выборы не должны быть шоком для страны. Президентские выборы – это должен быть новый этап развития Беларуси и любой другой страны мира. Это никогда не должно быть шоком. Это никогда не должно быть с надрывом. Это никогда не должно вести к рискам изменения, например, радикально курса страны.
Никаких революций никогда не должно быть после президентских выборов. Для этого должна быть системная политика. Во всем мире идут лидеры парламентских партий на президентские кампании. Во всем мире идет борьба идеологии. Во всем мире лидеры парламентских партий либо поддерживают действующего главу государства, либо идут на президентские выборы самостоятельно. Это называется цивилизованная политика. Это то, к чему Беларусь должна всегда стремиться. Это то, что мы должны, в принципе, проповедовать, потому что нам не нужны площади, нам не нужны революции, нам не нужны ни какие-то учредительные собрания, которые там предлагают некоторые странные люди, что мы где-то там в подворотне соберемся, что-то решим, и это каким-то образом должно влиять на решение, на судьбу страны. Все должно быть в рамках законодательства, все должно быть красиво, все должно быть так, чтобы люди имели выбор, во-первых, а с другой стороны, они должны понимать, что при любом, значит, исходе выборов радикально вот ничего не будет разрушено. Никаких революций не будет. Вот что люди хотят. Потому что революции не хочет никто. Ни один нормальный здравомыслящий человек. Ситуація така, ви не один раз сказали про то, коли я у вас пытаўся раней, што вот абіраюць там ці спрабуюць абраць адзінага кандыдата, маўляў, калі я пытаўся, чаму вы там не далучаецеся да працэдуры абрання адзінага, вы казалі, мы ж не супраць, хай прыходзяць да нас і вот так сказать, падтрымліваюць лідара ЛДПБ. Тым не менш, сітуацыя такая, што здаецца усе, толькі у тым выпадку, калі ўсе оппоненты улады, а вы все ж таки казали, что ЛДПБ это конструктивная оппозиция, мусить объединяться, каб домагчыся нейкага пераваги, скажем так. Як думаете, не пришел час все ж таки там наступить на горло усім своей песни, так бы мовить, амбициям и объединяться? Ну, я выскажу свое мнение вот по ситуации, где коллеги, политические оппоненты наши приняли решение объединиться. Но, во-первых, это было для них бы настолько очевидно, я не понимаю, почему вообще это сделано, что это какой-то вот шаг серьезный. 0 плюс 0 равно 0, 1 плюс 0 равно 1. И никуда от математики не уйти. Если посмотреть на каждую партию, которая объединилась по отдельности, ни одна из них не в состоянии ни собрать 100 тысяч подписей, ни зарегистрировать кандидата в президенты. О чем речь? Из этих 5 партий офис имеет в Минске. Я не знаю, может быть, 1 или 2 партии вообще имеют офис в городе Минске. Значит, не говоря уже о регионах. Кто-то вообще называет себя лидером партии, сидит дома. Партия находится дома, у него есть компьютер, и он там в Фейсбуке пишет какие-то статьи и считает, что он лидер партии. Структур нету, финансов нету, людей нету. Поэтому на сегодняшний день, даже объединившись пока, надо серьезно заниматься президентской кампанией. Что у нас сейчас происходит? На сегодняшний день инициативная группа Либерально-демократической партии сформирована. Значит, я хочу участвовать в выборах как лидер партии, но мы сейчас ждем собрания всех организационных структур, на котором это будет решение официально объявлено, будет пресс-конференция в ближайшее время, где мы соберемся. После этого идет подготовка к Конгрессу Либерально-демократической партии, значит, на котором мы представим свою программу, мы представим наши идеи. Но на сегодня сроки, посмотрите на календарь, я бы ко всем обратился, вот кто там говорит о каком-то участии в выборах, выборы уже идут. Если сегодня не сформирована инициативная группа, завтра уже поздно. Сегодня она у нас уже сформирована. Сейчас в центральном аппарате ЛДП идет проверка людей, формируется окончательный список этих лиц, чтобы все были живые, чтобы каждому ставилась задача по сбору подписей. Это огромная работа. Если кто-то говорит, я слушаю, мы в мае месяце определим, кто у нас будет кандидат. В мае? Так в мае все уже. Что в мае определять? Значит, в ближайшее время будет объявлена дата выборов, и уже выборы идут сейчас. Сейчас этим надо заниматься. Поэтому из года в год, значит, и я уже не понимаю, почему журналистов не тошнит от того, что происходит в политической жизни страны на президентских выборах. Каждый этап одно и то же. Давайте вспомним. 2001 год. И все время предательство и только свои личные интересы. Гончарик, единый кандидат. Закончились выборы. Выкинули, забыли. Оппозиция вся разбежалась, значит, бросили этого Гончарика одного и забыли про него на следующий день после выборов. Миленкевич, единый кандидат. Конгресс провели. Желтые шарфики закупили. После выборов с желтыми шарфиками все поехали в Европу. Приезжает Миленкевич с Европы, все. Значит, уже выкинули и забыли, все переругались, все позабывали. Козулин посадили в тюрьму, партия забрала у него лидерство, пока человек сидел в тюрьме. У них вообще в этой партии, они
каждый срок предают своего председателя. Козулина предали. У Статкевича вначале партию забрали. У Козулина забрали. Потом этого Левковича, бедного пенсионера, у него забрали. И у Борисова заберут. И будут дальше сидеть, гранты эти делить, значит, и ждать, кто следующий придет. Кого тут еще у нас лидером избрать? Это партия. Партия должна до последнего друг друга поддерживать. У нас, я ни одного человека в партии не предал. У меня даже если кого-то куда-то жизнь как-то сложилась, мы его потом трудоустраиваем, помогаем. Это же команда, если только не предатель. Если только не негодяй, не мерзавец. Вот как надо к людям относиться. И так из года в год. Зависть. Конопатская стала депутатом. Никто не поздравил. Предательница, все бросила, предала. Сейчас руки сидят, потирают. Вот хорошо, что ее не избрали в парламент опять. То же самое с Анисим. Значит, но она такая интеллигентная женщина. И ее все равно уже сказали, она там не туда двигается. Короткевич стала в 2015 году кандидатом в президенты, предательница. Все предатели, у них все вокруг предатели. Поздняк, который сидит уже с 94 года, человек уехал за пределы страны. И опять разродился на этой неделе. Все предатели, все негодяи, все мерзавцы. Ну, приедь сюда. То ты предлагал с вилами ходить по лесу, партизанские отряды создавать, а сам остаешься в Польше. То сейчас опять все предатели. Ну, нет никакой угрозы. Возвращаться надо. Вы ведете все до того, что нема с кем объединяться. Абсолютно не с кем объединяться. Мы единственная сильная партия, единственная, кстати, честная оппозиция. Самая честная оппозиция – это Либерально-демократическая партия Беларуси. Почему? Потому что мы финансируемся изнутри страны. Больше такой организации нету. Все остальные даже в открытую обсуждают, ну, кто сейчас вот даст денег, кто будет финансировать, как вот нам подтянуть это финансирование, кто поможет, кто сможет помочь. У нас таких разговоров даже нет. Поэтому на сегодняшний день, если говорить о президентской кампании, подводя итог, я хочу баллотироваться. Я никогда от своих слов не отказывался. Но мы сейчас ждем, Дмитрий, юридические решения. Значит, последнее совещание областных структур, дата Конгресса Либерально-демократической партии. После этого мы проводим пресс-конференцию, где официально все объявим, расскажем, сделаем. Но на сегодня в Либерально-демократической партии кипит работа по формированию инициативной группы. И штабы в каждой области, они открываются и начинают работать. Более того, даже в этой ситуации мы продолжаем открывать новые офисы партии. Вчера вот мы приняли решение открыть в Барановичах. Я хочу серьезно усилить работу в Брестской области, потому что там мы работали достаточно успешно, но мне хочется лучше. Поэтому будет открыт новый офис, интересные люди пришли, и будем развивать эту работу. Поэтому нам объединяться не с кем. Подписи собрать 100 тысяч я пока не вижу, кроме президента и ЛДП, вообще кто может собрать 100 тысяч подписей. Все остальное это пока на уровне каких-то разговоров. Уже этим заниматься надо. Они там все обсуждают. Наверное, соберем, наверное, не соберем. Там БСДГ Шушкевича вообще не комментирую. Это вообще невозможно. Они никогда в жизни подписи не собирали. Это просто вот попиариться. И на каждых президентских выборах есть люди, которым просто надо попиариться. И отвечая на ваш вопрос, который в заголовок был внесен, никогда никто не снимется с выборов ни на каком этапе. Мы пойдем на эти выборы до самого конца. Ни на одном этапе кандидат от ЛДП сниматься с выборов не будет. Если вы будете говорить сейчас о 2010 году, то я лично в 2010 году, лидер партии был Сергей Васильевич Гайдукевич, это решение партии его, но я был в 2010 году, считал все равно, что надо до конца в выборах участвовать. Хотя потом понимаю, что, конечно, решение всех регистрировать, значит, тех, кто подписи не собрал, и становиться в один ряд с ними, оно и подвигло тогда к тому, чтобы Либерально-демократическая партия снялась с выборов. Сегодня я, как лидер партии, я сейчас лидер партии, говорю, никаких у меня никогда мыслей в голове не было и не будет сниматься с выборов. До конца. Почему? Потому что я считаю, что наша партия, она сильная партия, мы должны показать свою программу, мы должны показать, значит, с чем мы идем на выборы. Мы идем не критиковать, потому что критиковать легко. Мы идем предлагать свой путь видения развития страны. Мы идем для того, чтобы после выборов президентских Беларусь стала еще сильнее.
еще крепче, ее суверенитет еще больше укрепился, независимость укрепилась, чтобы культурная политическая жизнь, она разрасталась. Мы должны привыкнуть к тому, что никогда в стране не будет, чтобы все придерживались одного мнения. Мы должны прекрасно понимать, что не будет такого времени, когда все вступят в Белую Русь, в БРСМ, в Коммунистическую партию или в Либерально-демократическую партию или в БНФ. Всегда должно быть разное мнение, всегда должна быть борьба идеологии, но при этом мы должны четко понимать, что ни один политик не имеет права призывать к революциям, ни один политик не имеет призывать к слому всего, что страна достигла. Все должно быть только эволюционным, нормальным, спокойным путем. По-другому мы страну не удержим. Пытанне задаюць нам у сацыяльных сетках. Алексей Нарейка кажа, што імаверна, што Расійская Федэрацыя рыхтуе сваіх кандыдатаў альбо рыхтуецца купляць існуючых. От і да вас, магчыма, пытанне ўсё ж такі, як вы лічыце, а можа быть вы гэты расійскі кандыдат, прарасійскі кандыдат, і увогуле як вы ставіце да таго, што можа з'явіцца нейкі такі прарасійскі кандыдат? Есть или пробелорусский кандидат, вне зависимости от политических взглядов, или не белорусский кандидат. Значит, и критерий один. Вы правильно, человек задал вопрос. Если политический лидер или политическая партия финансируется за пределов страны, эта партия всегда будет отстаивать интересы не Белоруссии. Поэтому, что касается ЛДП, это единственная конструктивная оппозиционная партия в стране, которая не получает ни копейки денег с бюджета. В нас все время упрекают, спарринг-партнеры, власти подыгрывают. А что у нас есть от власти? Что нам дали? Где деньги, где офисы, где бюджетное финансирование, как и других государственных организаций? У нас ничего нет. Мы делаем все сами. Все, что мы сделали сами. Ни одного гранта ниоткуда не получили. Поэтому я, например, сторонник развития интеграционных процессов с Российской Федерацией. Вы об этом прекрасно знаете. Сторонник ЕС. Но при этом я, как политик, как лидер партии, как депутат, жестко, последовательно всегда буду отстаивать национальные интересы Беларуси, в том числе в этих интеграционных образованиях. Потому что по-другому действовать нельзя. И вообще любой политик, кто не хочет отстаивать национальные интересы, он не должен иметь возможности, в принципе, участвовать в полноценной политической жизни. Это должен быть всегда диссидент. Значит, пусть он там где-нибудь пишет в Фейсбуке, пусть он будет там каким-нибудь аналитиком, сам себя назначает на эту должность. У нас уже эксперты все. Значит, каждый человек, кто написал в Фейсбуке какую-то статью, он себя называет экспертом в той или иной отрасли. Поэтому, отвечая на вопрос, никогда. Мы все делать будем сами. Мы всегда будем стоять только за интересы нашей страны, только за нашу Беларусь, только за наш суверенитет, только за независимость. Но при этом мы не скрываем, наша программа – это поддержка интеграционных проектов. Мы убеждены, что, несмотря на те сложности, которые есть, мы должны работать, мы должны договариваться, мы должны жестко там и отстаивать интересы, но при этом находить пути для того, чтобы продолжать работать и продолжать строить свою страну. Пытанне ад Віталя Супрановича. Я пачну з другога пытання. Тут два, відаць, чалавек сочыць за дзейнасцю вашай партыі. Ваша партыя ўнесла свае прапановы па адміністрацыйных пакараннях. Лічу, што прыйшоў час узмацнення адказнасці ў адносінах да дзяржаўных чыноўнікаў за прадастаўленне ў адказах на запыты недаставернай інфармацыі аж да вызвалення ад займаемых пасад. Сутыкнуўся з сітуацыяй, што розныя структуры, дзяржаўныя структуры рыхтуюцца адказы на звароты грамадзян, і адказнасці за інфармацыю ў адказах не нясе ні тыя, хто рыхтаваў адказ, ні хто падпісываў. Што пра гэта думаеце? Поддерживаю полностью. Я как депутат столкнулся уже с этим, но я не буду вот эти вещи проглатывать. Вот я как депутат даю депутатские запросы по тем обращениям граждан, которые есть. И вот если в моем районе, где я избрался, Первомайский район, прекрасные ответы, аналитика серьезная, то есть хорошие отношения, вот тесное такое взаимодействие у меня получилось с администрацией района, депутат обязан это сделать, потому что ни один вопрос не решишь, если ты не будешь исполнительной властью в тесном контакте работать. Но мне тоже поприходили с некоторых структур формальные ответы. Я по каждому этому формальному ответу буду разбираться. Законодательство есть, я согласен, что в каких-то случаях его можно еще ужесточить. Чтобы чиновник знал,
что если к нему обратился человек, и не только депутат. Если депутат вообще, я представитель народа, меня люди избрали. Я пишу не от себя. Я пишу от тех 65 тысяч людей, которые в конечном итоге избрали меня депутатом. Это все население округа моего, значит, которых я представляю. Но и любой гражданин должен иметь возможность получить качественный, профессиональный ответ. И это требование, кстати, президента страны. Давайте скажем правду. Но оно где-то не исполняется. Поэтому надо эти факты собирать. Есть и Генпрокуратура, между прочим, которая может принять действенные меры по этим вопросам. У них есть для этого полномочия. И полностью поддерживаю человека в этом вопросе. И если надо, мы обязательно рассмотрим этот вопрос, я изучу. И где-то, может быть, действительно выступим с инициативой ужесточить наказание, в том числе за эти вещи. Я не люблю чиновников, которые сидят в кабинете и ждут пенсии. Сидят и прячутся. Там дверь на ключ закрыл и сидит, ждет, когда рабочий день закончится. И так из года в год. Вот просидел, президент уехал, слава богу, все хорошо. То есть у нас что боится чиновник в регионе? КГБ, АБЭП и президента. Значит, почему я выступаю за то, чтобы у нас были партийные списки и роль политических партий, она росла. Будет фракция в областном совете 2-3 партий, он уже будет бояться не только КГБ, АБЭП и президента, он еще будет бояться, знает, что каждый день политические силы, которые находятся в этом областном совете, отслеживают его работу. Он и их еще будет бояться. Бояться это не значит вот, физически, в хорошем смысле слова. То есть будет переживать больше за то, чтобы ответственно относиться к своей работе. Поэтому вопрос поддерживаю. І яшчэ одно пытанне ад Супрановича. Ці ведаеце вы, ці слухаеце беларускамоўныя гурты, што думаеце пра ўвядзенне квоты для музыкі на беларускай мове на радыёстанцыях? Ну і запрашае вас на фестываль узаемна прысвечаны Кастусю Каліноўскаму, які пройдзе 2 лютага у Рэпабліку. Я очень люблю белорусскую музыку. Моя любимая группа из белорусских — это Джиморс. Значит, мне очень нравятся эти ребята, и я их слушаю еще со времен своего, вот как они начинали, я был тогда совсем молодой. Мне нравилось. Значит, они играют не хуже, чем многие европейские группы. В вопросах поддержки белорусской музыки, я считаю, тут должно быть 2 вещи взаимосвязанные. С одной стороны, мы должны прекрасно понимать, что никакими там запретами, никакими там искусственными, всего лишь административными решениями мы никогда не заставим людей любить и слушать ту или иную музыку. Я, например, музыкально крайне разносторонен. Я люблю белорусскую музыку, я люблю рок. Вот Метлов сейчас увлекся, это известный рок-музыкант, причем не только ту песню, которую все знают, а я слушаю сейчас альбомы, особенно Bad Out Hell, первый, 77-го года или 78-го, не помню, прекрасно, это просто шедевр. Я открыл для его только сейчас. Я слушаю симфометал, мне нравится группа Nightwish. Не только во времена Тарии Турунин, но и, значит, современное их творчество. То есть я рэп слушаю, мне нравится Эминем, например. Не все, но что-то нравится. И белорусскую музыку люблю. Нравится мне Михалок. И вот Джиморс мне очень нравится. Океан Эльзы приезжал, мне понравился. То есть я очень разносторонний человек. Что касается поддержки белорусской музыки, мы должны ее поддерживать, создавать условия, чтобы она развивалась. Но мы должны прекрасно понимать одну вещь. Рынок белорусский небольшой, и заработки музыкантов, они хотят зарабатывать, это нормально. Для того, чтобы они зарабатывали деньги, они будут ездить, гастролировать везде, будут развиваться, и мы не сможем построить стену нигде, и закрыться у себя, и создать что-то вот только для себя. Мы живем в глобальном сейчас мире. Но поддерживать белорусских музыкантов надо, гранты должны быть. Я в Финляндии знаю очень хороший опыт. У них тот же Nightwish, между прочим, известная сейчас симфогруппа, она в свое время получила не один грант для того, чтобы от государства, для того, чтобы развиться. Сейчас это группа мирового масштаба. Начинали, это студенты были. Студенты, которые в колледже, в институте создали там группу, стали петь. Поддерживать надо, но вот понимая, что одними там запретами мы ничего не решим. Я яшчэ, можа быць, чамусьці Павел Старавойтаў, відаць, позна падключыўся і пытаецца, ці збіраецеся вы ў прэзідэнты. Ну вот мы размову і пачыналі акурат таго, што Олег Сергеевич будзе балатавацца. Я да іншага. Дождаться надо решения. Вот я хочу баллотироваться. Значит, мы обязательно будет кандидат. Я не делаю никакого секрета. Ну, конечно, лидер партии должен баллотироваться в президенты. Но единственное я хочу, потому что очень много будет интересных вещей на пресс-конференции, которая в ближайшее время пройдет. Мы все расскажем, мы соберем журналистов, как мы видим президентскую кампанию, какие риски для страны. Значит, это очень серьезный разговор. И вы еще одну поймите. Я впервые иду на выборы.
И вот сейчас, если вот я иду на выборы и пойду в первый раз, все многое будет по-новому. Когда начинают сравнивать с участием ЛДП 2001, 2006, 2010, вы не учитываете одно. Я не участвовал ни в 2001, ни в 2006, ни в 2010. Я иду первый раз на выборы. Поэтому я думаю, что это новая кампания для партии будет, все будет по-новому. Но я бы хотел, чтобы все-таки вот на этой пресс-конференции, которая в ближайшее время будет, после сбора всех областных структур, когда мы все утвердим и сделаем, мы все представим. Но на сегодня инициативная группа кандидатов в ЛДП сформирована. Она готова. Сейчас в ней уже 3000 человек. Будет больше к маю месяцу. Значит, 3000 уже сформировано. Это тот минимум. Если у кого-то меньше 3000, это очень тяжело собрать 100 тысяч подписей. И любой кандидат в президенты потенциальный, кто сейчас говорит о выборах, если у него этого не сделано, шансов собрать 100 тысяч подписей нету. В принципе. И возвращаясь к нашей там, как у нас было, помните, 5 плюс, 6 плюс, я эти коалиции оппозиционные уже все вспомнить даже не могу. Вспомнить не могу. А знаете, что они должны были сделать, объявить? Вот это было бы интересно. Мы распускаем свои политические партии и создаем одну политическую партию, которую возглавит, неважно кто, Северинец, кого угодно, Коктусев, Янукевич. И отныне, поскольку у нас ни у кого нет офисов, мы собрали все свои офисы и структуры, и поскольку у нас слабенькие структуры, мы на базе 5 политических партий, несуществующих, существующих, у кого устав только один остался в кармане, он носит этот устав, у него партия есть, у нас есть такие партии, есть устав и печать, и больше ничего. Ни стола, ни стула, даже вот куда к вам прийти? В кафе встретимся, в метро встретимся, возле магазина встретимся, это не партия. Поэтому мы создаем одну политическую партию. И они тогда смогут претендовать на выборах по партийным спискам на какой-то свой процент, 5, 7%, 4%. Тогда я поверю во что-то. На сегодняшний день ничего не вижу, кроме желания с этих выборов получить какие-то копеечки, хоть что-то куда-то сложить, где-то что-то построить, может какую-то машину купить, может еще что-то сделать. Никакой в глазах нету блеска, веры нету ни во что, нету даже веры в регистрацию кандидата в президенты. Калякин вообще сказал, я не знаю, соберу, не соберу, но будем что-то думать, и ничего не сказал, пойдем, не пойдем. Когда решать? Я вот задаю вопрос, когда решать? Говори правда, детскую интригу какую-то создает. Короткевич, Дмитриев, и все должны думать, кто там пойдет. Вы подумайте, как подписи собрать. Огромный вопрос к вам. В 2015 году вы были одни с того сегмента, и вы не пытаетесь выйти с этого сегмента, вы там. Вы получаете там же финансирование, вы там же сидите, ничего не отличается. Единственное, что они сделали, это попытались сейчас в европейские фонды, крайне увлеклись местным самоуправлением, развитием регионов, и все полезли туда. Олег Сергеевич, давайте все ж таки до вас. Вы с одного боку сказали, что вы катэгарычна за незалежнасць, суверэнітэт і ўмацаванне гэтага, з другого боку за развіццё ўсё ж таки адносінаў з Расіяй. Тым не менш, вот мне цікавіць, ёсць такая ініцыятыва пра скасаванне саюзнай дзяржавы. Ці падтрымліваеце вот вы гэтае скасаванне саюзнай дзяржавы, і ці бачыце вы на сённяшні дзень пагрозу для незалежнасці і суверэнітэту ад паглыблення інтэграцыі? Значит, я вижу, что Беларусь находится в центре геополитического противостояния, как она и находилась с начала обретения своей независимости. Никогда в жизни я не поддержу выход из каких-то договоров, разрушать, не строить. Разрушать вообще легко. Выйти с СНГ, выйти с АДКБ, выйти из союзного государства, и все, вот вышли. Дальше что? И ничего не произойдет. В НАТО не возьмут, в Европейский Союз не возьмут, в восточное партнерство сходишь один раз, походишь, и на этом все закончится. У нас внешняя политика должна быть прагматичная и строиться из двух вещей. Первое. Мы должны четко понимать, что никому судьба Беларуси не интересна, кроме нас самих, по-настоящему. Никто не переживает, я имею в виду то, что ни в одной стране мира никто не переживает о том, чтобы белорусы хорошо жили. Нигде. Ни в одной стране. Если кто-то мне рассказывает, что там где-то за океаном кто-то проснулся утром, сенатор или кто-то еще выпил кофе, как же там белорусы бедные страдают? Значит, как бы сделать, чтобы они жили хорошо? Это неправда. У каждой страны свои интересы национальные. У Беларуси свои национальные интересы. В наших национальных интересах развитие отношений с Российской Федерацией, с Казахстаном. Это огромная территория. У нас очень много общего. И это нормально. Просто во всех союзах надо отстаивать свои интересы.
и делать это последовательно и четко. Поэтому я за то, чтобы развивались эти отношения экономические, политические, любые. Но везде надо, чтобы наши интересы мы отстаивали. И для этого надо все делать всем. Вот здесь надо объединяться. Вот это работа. Что касается рисков суверенитета и независимости. Я убежден, что главный риск суверенитета и независимости – это только мы сами, если мы сами развалим свою страну. Если мы сами это сделаем, тогда мы потеряем суверенитет и независимость. Других рисков нет. Анатоль Шумченко, вядомы вам пытаецца. Пытанне вельмі простае. Ці падтрымліваеце вы Лукашенко Александра и яго палітыку? Я поддерживаю президента страны во многих вещах. Значит, более того, в чем у нас разногласие кардинальное с некоторыми политики. Они считают, что в 1994 году произошло что-то плохое. Я считаю, что президент страны спас Беларусь. Второй момент. 1995-1996 год для многих наших старых политических деятелей – это время трагедии. Для меня это время победы. Значит, в 1995-1996 году единственная партия, которая поддержала президента, была либерально-демократическая партия. Если бы Верховный Совет победил, Беларуси бы уже не было. Никто там не думал о Беларуси. Вспомните эти лица, Шарецкий этот. Значит, где они все? Все занимались только собой. Никто там о Беларуси не думал. Все думали только о себе и больше ни о чем. Как власть себя какую-то урвать. Президента только избрали тогда, и все, что их интересовало, как забрать власть. Ни о какой демократии никто не думал. Ни о каких правах человека никто не думал. Поэтому вот мое отношение к президенту. Президент сделал очень много для того, чтобы Беларусь, вот эта независимая, состоялась. Для того, чтобы страна состоялась. Мы прошли огромный путь. Но у меня есть свое мнение о том, как дальше развивать нашу Беларусь. У меня есть свое мнение о том, как дальше нам укреплять свою Беларусь. И второй момент. Ну, давайте уже закончим с этими разрушениями. Я уже устал слушать о том, что надо опять начинать страну строить заново. Созывать какое-то, вот там у нас есть, я не помню, учредительное собрание где-то в лесу, собраться, его один раз снимут, это учредительное собрание, разойтись, и куда-то надо партизанские отряды, наверное, создавать. Я не знаю, о чем они вообще думают, как строить страну. 17-й год, революция, заново построили. 91-й год, все разрушилось. Заново сейчас построили, 28 лет строили. И сейчас говорят опять начинать сначала. Хватит. Сначала больше начинать мы не будем никогда. Поэтому мое мнение простое. Президент – это президент. Он очень много сделал для нашей страны, но никто не запрещает ни одному человеку, ни одной политической силе иметь свое мнение по тому, как развиваться в стране дальше. И это абсолютно правильно. Сыходзячы з вашага адказа, ці ўсё ж таки будете вы рэальным канкурентам Александру Лукашенко на выборах, ці будете спарринг-партнёрам, і калі ўсё ж таки вы так вот падтрымліваеце толькі бачанне сваё далейшага развіцця, ці не прасцей вам увайсці ў каманду дзеячага кіраўніка краіны, каб яму падказваць сваё бачанне, куды рухацца? Абсолютно нет. Значит, спарринг-партнер тот, кто самый слабый. Вот вообще, когда мы говорим о спарринг-партнерах, надо сразу говорить, кто самый слабый кандидат в президенты. Вот он и есть спарринг-партнер. На сегодня самый сильный. Значит, наш кандидат от либерально-демократической партии, это будет самый сильный кандидат из всех кандидатов. Поэтому он уже не спарринг-партнер. Что касается взаимодействия с властью, да нету страны мира, где бы оппозиция, любая, не взаимодействовала с властью. Если это настоящая оппозиция, а не диссиденты. Диссидент и оппозиция – это две разные вещи. Поэтому критерий для нормальной конструктивной оппозиции один. Получайте деньги только снутри страны, никогда не призывайте к революциям, никогда не говорите о том, что надо все сломать и сделать. И только тогда вы можете называть себя конструктивной оппозицией. Поэтому мы самый сильный кандидат. Вот наша партия выставит самого сильного кандидата, а все остальные – это спарринг-партнеры. По-другому не может быть. Вот вы самый моцный кандидат, но вы упэўнены ў тым, што усе галасы падлічаць сумленна за вашего самого моцнага кандидата и что у вас не украдуць перамогу? Нигде не бывает абсолютных, вот, чтобы не было нарушений, но я скажу так. И в 1994 году Лукашенко победил, и в 2001 победил, и в 2006. А в 2010-м тем более победил, потому что смех можно было только вызвать те кандидаты, которые тогда баллотировались. Поэтому при любых там каких-то нарушениях не было еще выборов, чтобы президент не выиграл эти выборы. Назовите мне, кто тогда победил. Я хочу это услышать. Может быть, победил Гончарик? Про 20-й год. Ну, так в 2020 году я убежден, что тот, кто наберет большинство голосов,
тот и станет президентом страны. Вот и все. То есть лічаць сумленна. Я убежден, что тот, кто выиграет выборы, наберет большинство голосов, тот станет президентом. Значит, а все остальное посмотрим, потому что мы будем выставлять наблюдателей, мы очень серьезно к этому вопросу подойдем, мы не пропустим тоже ни одного нарушения, если мы вдруг их увидим. Но я просто хочу быть откровенным. Не было еще президентских выборов, какие бы мы нарушения ни находили, о чем бы ни говорили, не было пока не было выборов, где бы Лукашенко выборы не выиграл. Эти выборы все он, начиная с 2004 года, выиграл. Поэтому что будет в 2020-м, посмотрим. Выборы начались. Можа, падтрымаеце хаця бы ў тым вот патрабаванні тую вот групу кааліцыю, якая выбірае зараз адзіная, якія хочуць патрабаваць адстаўкі Ярмошынай і патрабаванне, каб Лукашенко не удзельнічаў у гэтай выбарчай кампаніі. Ну, слушайте, смотрите, давайте Лукашенко не будет участвовать в выборах, Гайдукевич не будет участвовать в выборах, а они тогда сами у себя там будут кого-то избирать. Про То есть, Гайдукевича не давайте говорили. самые сильные кандидаты уйдут, значит, а мы останемся. Так они, знаете что? И все равно ничего не будет. Они переругаются, друг другу горло задушат, значит, обвинят, что все агенты КГБ, и никто не придет к власти тогда вообще. Это будет бардак, страна развалится, там друг друга будут душить, чего там только не будет. Поэтому это глупость полная. Сильные кандидаты не должны участвовать в выборах. Идите побеждайте. А не плачьте, не лейте слезы. Политика слез не любит. Значит, политика слабых не любит. Политика тех, кто не идет последовательно к своей цели, не любит. Люди видят все. Люди любят людей уверенных. Люди любят тех людей, которые последовательно, реально идут к каким-то целям, они фантазируют и не мечтают непонятно о чем. Дякую вялікі. Олег Гайдукевич, лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі, быў у нас в эфіры. Зміцер Лукашук працаваў для вас. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і яе прамовы.